Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. На автодороге Магнитогорск-Ира оборвались сразу две жизни. Аналогичное ДТП с двумя погибшими было зарегистрировано и в Иглинском районе. В Татышлинском районе в результате опрокидывания транспортного средства погиб водитель. В городе Дюртюли произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла под управлением водителя без прав. В Балтачевском районе в дорожной аварии погиб ребенок, находившийся за рулем мопеда. В Мелеузовском районе по вине нетрезвого водителя оборвалась жизнь молодого пассажира. Пьяные лихачи на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. На автодороге Магнитогорск-Ира оборвались сразу две жизни. На 104-м километре дороги 36-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Кобальт», двигаясь со стороны деревни Хасаново в сторону Сибая, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и его 28-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. На момент ДТП они не были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что водитель с начала текущего года привлекался 11 раз за превышение скорости. Аналогичное смертельное ДТП было зарегистрировано и в Иглинском районе. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, на улице Калинина деревни Урман 37-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору и опрокидыванием. Водитель и его 35-летняя супруга от полученных травм скончались на месте. 18-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. Объятия. Каждый день дарят нам чувство любви, заботы, безопасности. Нам так нужны эти объятия. И в Татышлинском районе произошла смертельная дорожная авария с участием «Лады Гранты». По имеющейся информации, на 10-м километре автодороги Старые Казанчи-Урманкуль, Новые Татышлы 56-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой и медицинской помощи. «Лада Гранта» улетела в кювет еще и в Зианчуринском районе. На 77-м километре автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык 15-летний местный житель решил прокатить своего друга на автомобиле «Лада Гранта», принадлежащем деду. В результате на скорости съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Благо, обошлось без жертв. 18-летний пассажир получил травмы. Команда телепроекта «Дорожный патруль» и Республиканская госавтоинспекция рекомендуют родителям проводить беседы с детьми о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и объяснить им, что транспортное средство является источником повышенной опасности. Взрослые, не оставляйте ключи от транспортных средств в доступном месте. Берегите себя и своих детей. В городе Дюртюли произошло смертельное ДТП с участием двухколесного транспортного средства. В вечернее время на улице 70-летия Октября столкнулись автомобиль «Лада Гранта» под управлением 24-летнего местного жителя и встречный мотоцикл Honda SB400. В результате дорожной аварии 21-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Известно, что погибший был без мотошлема. Установлено, что он еще не имел соответствующей категорию на право управления мотоциклом, и транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. И в Балтачевском районе была зарегистрирована похожая дорожная авария. По имеющимся данным, в вечернее время на улице Садовая села Старобалтачево столкнулись «Лада Нива» и мопед. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда, 15-летний подросток, от полученных травм скончался на месте. Его 11-летний пассажир с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Обгоняя в запрещающих местах или перед близко идущим транспортом, помни, ты каждый раз крутишь барабан и испытываешь удачу. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в Баймакском районе нетрезвый водитель еще и без прав на управление транспортным средством получил травмы. На 8-м километре автодороги Бекешево, 2-е Иткулово, 38-летний местный житель без мотошлема за рулем мотоцикла Иж-Планета не справился с управлением
движением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел прав на управление им. Кроме того, лихач находился в состоянии опьянения. А в Мелеузовском районе нетрезвый водитель совершил смертельное ДТП. На объездной дороге возле площадки ЭКСО 33-летний водитель за рулем автомобиля Nissan Blueboard не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По имеющейся информации, в результате дорожной аварии погиб 33-летний пассажир. Известно, что водитель находился в состоянии опьянения. Жизнь состоит из разных эпизодов, хороших и плохих. И в жизни нет функции перемотки назад, чтобы исправить ошибки. Принимайте правильные решения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Главный госавтоинспектор Республики Башкортостан Владимир Севастьянов провел встречу с гражданами в общественной приемной МВД по региону. Основная тематика обращений граждан касалась вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и расследования дорожно-транспортных происшествий. Например, житель Уфы обратился с предложением и обеспокоенностью по поводу организации движения в столичном микрорайоне Цветы Башкирии. На самом деле дороги нового микрорайона требуют пересмотра организации дорожного движения, корректировки отдельных подъездных путей. По этому вопросу требуется выезд специальной комиссии для внесения изменений в организацию дорожного движения в связи с развитием микрорайона. Остальные обратившиеся граждане получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и четкий алгоритм действий. Напоминаем, что любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС материальное вознаграждение, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела. Взятка сотруднику госавтоинспекции может обернуться лишением свободы на срок до 15 лет. В целях предотвращения фактов склонения госавтоинспекторов к коррупционным действиям в салонах патрульных автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, фиксирующие действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Помните о том, что, пытаясь избежать административного наказания, предлагая должностному лицу вознаграждение, вы можете понести ответственность более суровую, как уголовную. Данный ролик подготовлен коллегами из Нижегородской области. Республиканская госавтоинспекция и команда телепроекта «Дорожный патруль» поздравляют с днем рождения заместителя командира полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфа, подполковника полиции Тимура Нургалиева, а также начальника ГИБДД МВД России по Бураевскому району капитана полиции Марселя Хасанова. Желаем крепкого здоровья и безопасной службы. На оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан в ЦУР прошло еженедельное совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности детей в преддверии нового учебного года, в том числе на территориях, прилегающих к образовательным организациям. Так, с 2013 года сотрудники госавтоинспекции входят в состав комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году. В рамках обследования образовательных организаций подразделениями ГИБДД осуществляется проверка состояния прилегающих участков улично-дорожной сети, школьных автобусов, а также обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах. Главный госавтоинспектор республики озвучил результаты обследования организации образования. Выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети вблизи 781 школы, 484 детских садов и 71 организации дополнительного образования, в частности, обустройство пешеходных переходов, отсутствие искусственных неровностей, наружного освещения пешеходных ограждений, предупреждающих дорожных знаков. В ходе проверки школьных автобусов выявлено 7 автобусов, не прошедших технический осмотр. Также выявлены 2 автобуса с неисправными рулевой и тормозной системами. Водители и должностные лица привлечены к административной ответственности.
Совместная с администрациями муниципальных районов и городских округов работа по созданию территории безопасности на маршрутах следования детей в образовательной организации продолжается. Госавтоинспекция Республики Башкортостан приглашает на службу. Требования к кандидатам на вакантные должности. Возраст от 18 до 35 лет, наличие высшего или среднего специального образования, службы в вооруженных силах, водительского удостоверения и отсутствие судимости. Работа в ГИБДД – это полный социальный пакет, достойная стабильная зарплата и карьерный рост. Также имеется возможность получения профильного бесплатного высшего образования на базе Уфимского юридического института. За дополнительной информацией можно обратиться в местные подразделения госавтоинспекции. В Уфе в полк ДПС ГИБДД УМВД России по адресу улица Лесотехникума, 20/1 или по телефону 8 347 279 33 29. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покорей дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.